по матче. Да, расскажи, пожалуйста, тогда, с какого боку вы были дворяне? По бабушке. По бабушке. У вёски Рудзицы, Мгм. это там, где Пеняка, Ну, за Дягильным, да. жил человек по фамилии Филиппович Ян. Ну, это Иван по-русски Ян. Дворянин. Значит, у его было, померла жонка. Жонка померла, осталось еще двое детей. Это, примерно 8 год и 10, там, на год один сюда точности нема. Да. Значит, у Шатановщине, у Шишковцов была Казимера, девка молодая. Но бедная семья, уся Шишковцы бедные. Значит, бедную девку не брали замуж. Треба, как на пару коров дали грошей, золота, ну это ж золото мне колючей шло, или земли там с полгектара чи гектар, а в є придано ніяка. Значить, хлопець є не возьме замуж ніякий, бо вона безприданниця. Є може только взять старый или удовец на детей. И вот этой Филиппович с Рудзицы, приезжая и бере эту Шишковцовну Казимеру замуж. Что случилось, неизвестно. 3 детей было. Мальвина, моя мать, Амиля, сестра, и Магдалена. 3 дочки. От первой жонки и от первой жонки 2 сына, а тут 3 дочки. Самой старшей 11 год Мальвине и помирая Ян внезапно. Ну, внезапно это считается, может, там 2 недели хворел. Ну, понятно, что неожиданно. Вот такое, да. не аварийное якое. По законах того времени, якби от второй жонки был сын, чи один, чи разницы нема. Так бы земли ей дали, и она поделиться могла, коли не хотели ее жить. Но поскольку дочки, значит, земли не давалось. Значит, 2 это сына, а это она их пошла замуж, им там 80 год было, а на 12 год прожила там. Там уже хлопцы были здоровые. Значит, им же тоже треба эту. И, ну, даже один с одним не дружить, между собой. Уже начали делить землю. А тут уже невестка, или мачеха получается. Ей сказали уходить. И вот она приезжает в Шатановщину. Ну, корову привела с собой. Но она и замуж и шла, корову брала с собой. У нее, коли корова, хоть пищи, дети будут, да свекруха не даст там нету. И молока детям. Да. Со зла, что сын взял эту бедную девку. Значит, ей отправляют в Шатановщине Шишковцы, тоже самые бедные, Значит, хлевчок 4 шаги. Хлевушок. 4 шаги сюда, 4 шаги сюда. Овечки стояли, 2 метра высотой, рука даже и не вытянута доверху. Хлевчик с дыравыми стенами, вот зложенная бия. Значит, там з глини робить маленькую печку, оконцу вставляють. Это сарайчики жила. Мохом обкладають еще эту хатку и жердями, и жертками, и колами, чтоб мох не рассыпался, отчепляют. И вот она, эта Казимера, с 3 детьми живет. Значит, Мальвине старшая, 11 год. Отдали Мальвину и Амилю служить, но им не платить за это, только за харчи, за то, что кормятся рядом с общиной. Ну, там, может, с полотна кашулю дали, ну, вместо платья. Ну, что-то ж отдавали свои вещи. А я кашуля робилась. Мешок обычный, врезалось 3 дырки посередине и 2 с боков. Вот с полотна. Так а для чего было делать сначала мешок, чтобы потом дырки вырезать?
Можно и зашивать было. и Нет, можно. их можно, Ну, я просто говорю. Модель тебе говорят, какая Для была. понятия. Ну, понятно, да. Прямая была, да, и всё. Трафарет який. Да. Надто легко робить было. Мгм. Ну и первый год Мальвина была тоже бесплатная, но Мальвина эту научилась, як то сходу нитки пращи. А коловорот там был у кого-то, у кого она была. Значит, показали, а нитки же ехали на веречано сукали. Вот, Ну, да, на веречано знаем треба було это. щіло в руке, как была, а коловорот был, значит, уже эту малую посадили за коловорот. Ну, а у каждой семьи, где они не служили, малые дети свои, и детей надо глядеть, за няньки одновременно. На следующий год уже это, Малине уже платить начали, и Амиле там нечто. Амиля уже летом пашвила гущи на выгоне, у кого там жила, эту Магдалена еще малая. Зараз же яким-то путем Магдалену в Минск некая взяла память. Мгм. Ну, там некие по рекомендации. Было люди, что брали просто в порядке помощи. Вот где-нибудь сироты растут, там остались, померли бачки, так кто где богатейший, так и сам шукал эту. Значит, там у нее 2 комнатки было, и ее взяла некая Роуба по фамилии, железнодорожница, или одиночка уже, это вдова. Ее была задача пыль прочерчи и эту, и вазоны полить, цветы. Сама она на кухне варила все это пани, а неколи это обязательно уже пани называть, коли у кого служишь. Это. Сама все варила, а мыть там что полотенце, чи это белье приходила раз в неделю девка какая-то. Ну, прачка. Да. Там на 2 часа перед ней было это задание, ну не задание, что там мыть, и она помыла и уходила. Значит, эта пани Магдалену уже неде вот 7-8 научила по-польски читать. Научила кружком вязать. Магдалена это все вязала, это, ну, и кружком, и кручины. Ну, вышивать петухов на полотенце. Ну, это где Ну, кусок рукоделию, полотна. понятно, да. Одним словом, рукоделие я освоила. И с ней выходила прогуливаться. Так, Мальвину. Ты про Мальвину расскажи нам. Мальвину бере у Жодіна, був Шименчик, некий железнодорожный мастер, а у его жонка з Рижавки. Это вот что шурки, как чули, Ну, чудо. тоже, это уже дочка, тоже Шишковцовна. Уже получилась она двоюродная сестра, тетка из этой, с одной хаты. Значит, на железной дороге у Жодина. В то время поездов мало ходило, за ночь проходило 2 поезда. Или товарные, или что. А этой мастер должен был, но это уходило в его обязанности, или сам, или жонка, с фонарем встречать Ну, у переезда. Ну, понятно, ну как это сегодня. где-то понятно, да. Это и сегодня это уже То работу самое. делают. Значит, Да. Мальвина уже запаливала свечку, у свечки Да. фонари, Да, и ставила там. шла сама. Мгм. Чтоб мужа уже не, муж днем работая, это считалось, оформлена мужа-жонка была, это Шиманчик, фамилия Шиманчик. Одним словом, что она уже сама даже, может, эта жонка ей будила, это же Выходить малая, могла. засыная, да. Мгм. А она сама выходила, и эти шлагбаум не прибудутся, а трохи далее. Одним словом, шла, встречала по поезд. Ну и там некое и малое было это. Но она ей хорошо платила. Мгм. Уже эту, як там добирались, чи они привозили что, чи граждане, но рассчитывалась сама, а она своячка, ведь она добро платила. Уже Малина стала уже помогать даже матери своей.
Мгм. Ну, а Миля уже тоже там, некоторые валы чуть не общих людей были, валы пашуть. Так, и начинается революция. Мгм. Значит, эта Роуба привезла эту Магдалену, бо это не положено, это уже эксплуатация. А, ну да. Ну, не прописано Да-да-да. вообще ничего. Мгм. В этой Роубы пришли, зеркало забрали, Мгм. была шуба Михалая. Шубу реквизировали. Значит, эту. А приходили робили обыск. Коли у Мгм. тебя самовар стоит, ну, это на углях. Мгм. Это уже ты Ну, богатый вот такой. или дворянин, Ну, или ясно. вообще... Уже... Я теперь вот, что-то вообще не понимаю. да, признаки Из машины. это были. Теперь уже Да, важно. признаки, да, хорошей жизни. Значит, Швондер и эти Шариков, Да. я Ну, вижу, уже пришел холодный. Берсом, Да. в Минск приехал. Туда возьми, тут Значит, Швондер и Шариковым эту робу выселили. Мгм. Ну и забрали шубу. Ну и одновременно отправили и девочку На эту домой. Керман. И Мальвину она эту. привезла эту малую, и Мгм. уже Калитовна померла, одним словом, что она пока шубу проветривала, и казалось, что коли мне татары украдут эту шубу, помру. Ну, уже ее самая ценность. Значит, ее шубу забрали, следовательно, она должна померить. Вот она так себе решила про себя. Поскольку в эту... А Миля вышла у Войтовку замуж, это вот Мгм. Иван, кто есть, их батька Леопольд был, Ага. а Мальвина вышла за Вінцеша Чижевська. Поскольку в Шатановщине Вінцеш Косічена у ее земли не было в этой, у Кожемяри. Мгм. Косічена свое себе и навозить чена эту. Там у дворе стажок робить Кожемяри. Мгм. Корову копьяна имела. Это он уже когда зятем стал или еще? Уже их зятем стал. А, ну, там же. понятно, Это. поддерживал, тещу поддерживал. Ну, огород был, огород запахивал плугом. Одним словом, ён их взять, Помогал. ну, и она уже померла. У меня вот наподобие это еще мер короче, чем это написано про эту Кожемеру. Ну, это твоя бабушка. Да. Значит, наша, видишь, прабабушка Казимира. А А прадед А, Иван, Ян, ты говоришь, значит, Иван. Ян у этой эрудиции на Моглицах похоронен. Я памятник зробил. Филиппович. Такие, да, Филиппович. Ага. И по-польски так же само доска. Написал. А это вообще снабжал Черныш этими Да, досками. да, тогда было. Значит, эту памятник поднять я не мог, не было с кем. А как ты поднял? Ну, подставку, когда на Да. подставку Да, поставили. да, как же ты мог? Просто памятник высокий, Ага. у земли сидит, а Подставка? подставка при самым памятником все равно или там цветы стали. А, ты просто один не смог, это был один там. Да. Хорошо, а Филиппович тоже похороненный здесь, у нас, на этом, на Шатановщине, тоже на кладбище. Так это какой Филиппович? Ты нам показывал и говорил, что это вот ваш, ну, тоже дед. Не помнишь? Ты не на, ты здесь? еще нема. Филипповича разве нема? Мне кажется, не есть там наш. могила одна. И даже мужчине одному Филипповичу, и это кто есть Филипповичу, памятника нема. Ты знаешь, Нет, я вот нет. помню, я знаю эту фамилию. Значит, я тебе скажу, кто. Мгм. Казимера и Каролина. Вот это две бабки. Это Каролина была... Каролина Это Бронички нашли. уже бачки нашего мачи. А, понятно, другая бабушка. Да. Та мать... И Петр был у этой Каролины муж. Мгм. А это с Это Рудицей семья, да. Казимера. Ага. А муж там похоронен. А похоронен чему там? Потому что он похоронен с первой женой рано. Ну да, он же ж рано умер, закон поэтому такой, да. что- Так оно же и должно быть так. Так. В общем, сыны тогда бортанули, вернее, уже эти браты сводные бортанули этих девчонок.
И все, и больше вы не знались с ними, да? Они, вернее, ты уже никак не мог знаться. Филипповичи эти молодые. И потом один Павел, один Левополь назывался. И уже батька женился, где стал уже на хозяйстве, еще в свое время до революции, уже налижутся. А некая корчма есть, где пьют день и ночь, а у каждой, где еврей, забегаловка, столик, и там между в башонке горелка, и уже, как дешево было, а баранок дає на закуску. Значить, чужого ти подоп'є, батько угощає, там чи овечку, чи що продасть, чи Павел, чи ты, Левополь. Левополь. А почему Лев... Это Леопольд или что? Леопольд, да. Леопольд. А это по-простому. Это уже в деревне так звали, Да. наверное. Значит, Да. мы уже весной, як корова челится, их уже чалё будем годовать, вам дадим, это Мальвине, что неколи Мальвину отправили. Да, с детства отправились дому. Ну, Сестра же батька все-таки, приходить, говорить, а мальчик смеется. Мгм. Каже, ты их пои. Да, так они Платим, тебе да, наобещают если они тебе побольше. наобещают. Понятно. Вот такое было. Значит, но это уже чи Гендрі, чи Павла, чи Левопольта, сын Гендрик был, назывался. Мгм. Значит, уже он с нами, уже получается, уже он их не виноватый, вот это сын. Ну, конечно, что это же... отправили Да. Мачеру. Мгм. Выслали, и где там на вольном поселении были, уже рабили як-то, ну, в тайге. Мгм. Эту сдал пальто, ну, нейка еще, может, от высылки, сдал у комиссионку. Мгм. 20 километров, это там некий городок, поселок. И шел через месяц там или через сколько по этой тайге, Мгм. ну, эту, и найдены убиты. И там и знали, с Койданова, что же вы сильны, Мгм. Койдановец, эту, значит, грошей не осталось, а только знали, что и он знал, что это Эндрик пойдет гроши получать за Там вже пальто. гроші столько. Там Да, зато и пальто. открыточку, За ті гроші у дві вёску чоловіка. открыточку прислали, у вёску прислали открыточку с магазина, что Да. пальто продано. Цена там не указывалась, Да. пальто продано. Так пошел, до дома не пришел. Там уже нашли его, около 20 километров. Вернулись ще з висылки. Мгм. Лед же батька забитый, а мать вернулась, и сестра еще не замужняя. Ну, и у этого Гендрика 2 сына. И они у Шачила-Петкайчи по дороге на Минск, если железной дороги, так с одной стороны, а если шашейкой с другой, там 4 километра от Койданова, остались. Один из них, жонка учительница, а они топографы там, не что они где Мгм. качают. И в них наглости хватило, вот добро, что неколи выслали, так мы теперь не колгажники.